Белла Пилли – акушер-гинеколог с большим опытом работы. В 1986 году она окончила Киевский медицинский институт. Работала в Белоцерковском родильном доме, где проходила интернатуру. В Гудаутской больнице Белла Пилли проработала 8 лет акушером-гинекологом. Во время Отечественной войны народа Абхазии работала в госпитале. После войны в декабре 1993 года Белла Романовна приказом министра была переведена в Сухумский родильный дом на должность заведующей отделением гинекологии. Уже 30 лет было в прошлом году, как я работаю в одной специальности и практически в одной должности, заведующей гинекологическим отделением. Кроме гинекологии, вы знаете, что у нас родильный дом общий, то есть есть отделение гинекологии, родильное отделение, поэтому все эти годы я дежурила по акушерским отделениям, естественно. Вот. Ну, в общем, работа у нас такая у акушер-гинекологов. Мы активно занимаемся и акушерством, и гинекологией. И за 30 лет пришлось заниматься многими вопросами. Мы хотим, чтобы наше население было благополучно. Мы все для этого стараемся делать. Но, понимаете, мы же не боги. Не всегда все у нас получается так, как нужно, и так, как хотелось бы. Родильный дом – это сложнейший механизм. Сложнейший механизм. Поэтому все всегда так громко и слышно про родильные дома. Не только про наш. Вы думаете, только в Абхазии такая проблема? Такая проблема везде. Мы стараемся делать как лучше. Но ведь вы же понимаете прекрасно, что не совсем все от нас зависит. Ну и то, что от нас зависит, тоже, наверное, надо делать получше. Белла Пилли сменила в должности завотделением Риту Трапш, которая и дальше будет работать в Сухумском роддоме. Рита Владимировна будет работать, она заведует акушерским отделением первым. Она будет работать, мы будем всесторонне пользоваться ее опытом, перенимать его. Что-то будем делать вместе, что-то добавим, ну, может, что-то убавим. Все будет нормально, работа должна продолжаться. Для меня сейчас самое главное, чтобы ни в какой мере не пострадал ни один наш пациент, ни взрослый, ни новорожденный. Для меня очень большое значение имеет, чтобы не пострадал ни один наш сотрудник с моим приходом. Для меня имеет большое значение, чтобы работа в родильном доме была построена на принципах добра, взаимопонимания и уважения друг к другу. Планы таковы: сохранить родильный дом, поднять престиж нашего учреждения, поднять престиж нашей профессии, показать людям, что мы всю свою жизнь посвятили, все мы, я не говорю я, мы все сотрудники нашего родильного дома, которые так же, как я, работают по 30, по 40, по 25 лет, по 20. Уже те, которых мы считали молодыми, они тоже уже работают по 20 лет. В роддоме работает около 30 специалистов в разных направлениях. Новое руководство возлагает большие надежды на молодых и перспективных врачей, в чьей квалификации нет сомнения. На сегодняшний день в Сухумском родильном доме 23 новорожденных ребенка. Для детей, которые появились на свет раньше времени, есть все условия для реабилитации. Аппарат у нас искусственной вентиляции легких для детей практически недоношенных с дыхательными нарушениями. Данный ребенок родился вторые сутки сегодня, 34-35 неделя. Сразу после родов закричал он в принципе сразу, но появились дыхательные расстройства. Вот он стоит, здесь он получает определенную порцию кислорода. Мы следим за параметрами частота дыхания, частота сердечных сокращений и подача кислорода в каком объеме, какая сатурация при этом. Что касается инфекций, обнаруженных ранее в отделении родовспоможения, как отметила Белла Пилли, это тема для отдельного серьезного разговора. По ее словам, врачи отделения готовы обсуждать с представителями средств массовой информации страны любую тему. В этом вопросе Белла Романовна демонстрирует открытость, что вселяет большую надежду на положительные изменения в самой структуре отделения. Мы, конечно, несовершенны, но мы будем стремиться к совершенству. Проблемы в родильных домах всегда существовали, существуют и будут существовать. И, к сожалению, не в наших силах решить все эти проблемы. Бывает такое, что мы теряем новорожденных когда-то, что они поступают к нам уже с замершей беременностью, или в родах что-то происходит.
я не могу вам обещать, что этого не будет никогда. К сожалению, если бы можно было бы этого избежать, то мы вообще не нужны были бы. Понимаете, врачи? Если бы это не случалось, то не нужны были бы больницы. Все обходились бы, наверное, сами. Ну, не получается так. Но мы будем стараться, конечно же, эти показатели свести к минимуму. Мы будем просить, конечно, помощи еще дополнительной у Минздрава, у правительства нашего, у президента. Какую-то помощь в нашей работе. Я уверена, что они, как раньше нам помогали, и теперь будут помогать. Думаю, что все будет нормально. Кстати, за то время, пока мы проводили съемку, на свет появился еще один человек. Здоровая девочка, весом 3 килограмма 100 грамм. Рената Шакай, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение.